Сёння ў нашай гасцёўні мы вітаем аўтара і выканаўца, музыканта и шоумена, фронтмена гурта Ван Хельсинг, дядя Ваню. И вот что сразу хочу тебе сказать, что жанр масштабного хулиганства – это, конечно, наше все. Очень рад тебя видеть сегодня. Это взаимно. И беспрецедентный для такого глубоко интеллигентного проекта, как «Калейдоскоп». Сегодняшний повод. Мы презентуем в эфире клип под названием «Она пьет, курит и ругается матом». Вот. Глаза сияют ярче бриллиантов, и к ней подход по VIP приглашениям. Она открыто говорит то, что хочет, и слышит только то, что хочет услышать. Ее тон дерзок и немного порочен. Она как кошка, что гуляет по крышам. Она не бывает одна, она все решает сама. Она берет от жизни то, что не дается другим. Все деньги мира за нее отдаст любой мужчина. Это тот уникальный случай, когда песню надо не только слышать, но и видеть. С одной стороны, это, наверное, ода всем женщинам. Песня о той красавице, вероятно, уже после 30, у которой есть опыт, которая понимает, что женщина действительно правит миром, вот, но иногда она от этого устает. Это одна часть марлезонского балета. Вторая часть – это, конечно же, кино. Потому что просто клипом это уже назвать сложно. То есть это... Да, это абсолютно самостоятельный мини-фильм, причем с таким количеством деталей, которые угадываются или на них обращается внимание при втором, пятом, 10-м просмотре. На это, честно говоря, рассчитывали, не знали, получится или нет, но в итоге получилось. Я его обрисовываю так. Крестный отец, только крестная мать, немного вперемешку с Кустурицей. Она пьет, курит и ругается матом. Ее жизнь, ночь, кабак и пьяные лица. Вокруг нее богема и музыканты, софиты, камеры, певцы, танцовщицы. Она всегда звезда на глянцевых фото. Ее наряды вызывающие яркие. И ей давно не привыкать, если кто-то ей дарит очень дорогие подарки. Она не бывает одна, она все решает сама. Она берет от жизни то, что не дается другим. Все деньги мира за нее даст любой из мужчин. Она – это не просто актриса в клипе. Она – это, собственно, тот персонаж. Она, главная героиня, именно от нее и отталкивались. То есть мы не кого-то подбирали на роль главной героини, а мы клип, можно сказать, подгоняли под главную героиню. Это бизнес-леди, это, да, ее можно назвать непрофессиональной актрисой, потому что это просто нет диплома, но и режиссер, и оператор. Уверен, что она это сделает. Спустя полдня съемок первые, а их было 5, они такие: как она это делает? Как она это делает? Я говорю: парни, вот если бы вы как минимум хотя бы столько прожили, и столько было в вашей жизни... Это ты сейчас такой очень красивый комплимент женщине сделал. А я скажу, что главная героиня вообще-то уже бабушка. У нее внуки недавно появились. Браво, главная героиня. Вот. И прожили не только в годах, но и в именно опыте. Вот. И быть настолько женщиной вот, вообще, то есть это женщина в абсолюте. Она пьет, курит и ругается матом. И даже в этом она так совершенна. Ее пугают одиноким закатом. Когда захочется бритвой по венам, она уже не мечтает о внуках. Когда-то были и букеты, конфеты, но она держит маску истинной суки. На пятки давят свежие малолетки. Понятно, какое ожидание возникает у публики, когда слышишь название про «пьет, курит и ругается матом». Тот случай, когда клип надо досмотреть до конца. Тайный смысл, он как раз-таки в конце. Как у меня на работе? Нормально. Завтра за меня выйдешь? Получается уже песня с другим смыслом.
Вань, я пожелаю тебе счастливого продолжения этого проекта. Сражаемся, да. Новых эмоций, новых каких-то очень оригинальных задумок. Поздравляю с презентацией клипа. Сёння гостем нашай праграмы быў аўтар і выканаўца, музыкант, шоумен, фронтмен гурта Ван Хельсінг, дзядзя Ваня.